В преддверии Дня депортации ингушского народа в Центральную Азию и Сибирь, а также Дня защитника Отечества, на национальном телевидении прошел телемост с участием религиозных деятелей, представителей общественности, очевидцев тех событий и молодежи нашей республики с ингушской диаспорой Павлодара. Среди них были и казахи, которые в годы депортации приняли ингушей как родных. У каждого из присутствовавших своя семейная история событий тех времен. Многие из собравшихся, как очевидцы трагедии, так и те, кто знают об этом со слов старших, передают, какой ценой далось это испытание. Но, несмотря на все, люди не сломались и не озлобились, а приняли удар судьбы достойно. يموت يقول لوريش ويصليرش ناخ لوري جاتين ويقم ويفديز بحال برت دولش أنا شو دولش شين دوش كيف جا شين بولش أتونا شين شي تيبن سجاخ دوش على الإحدى هزلات الزامة تي أراخنش ناخ هذا ده жили дружно, честное слово, как родные, как родные. И вот интересных моментов рассказывать мне очень много. Я могу целый час лекцию на эту тему о взаимоотношениях казахов и ингушей, и чеченов. Какой след они оставили на этой земле казахской и какой след еще приносит благородные такие. Вы понимаете? Очень много приятного. Были депортированы, был издан указ всех... Конечно же, собравшиеся вспоминали героев нашего Отечества, которые ценой собственной жизни защищали свою родину. Именно без их подвига сегодня мы не жили бы в мирной и процветающей России. Об этих героях должны помнить вечно. Как можно забыть их? О них надо, наверное, говорить не просто вот с таких мероприятий, как мы сейчас проводим. О них надо говорить ежедневно, причем выставляя их на показ, этих людей. Это же и боль наша, это и горе наше, это и счастье наше. Тут все в этих словах можно включать, все это.